Здравствуйте, друзья! Сегодня разберем проблемную букву «н». Буква «н» в казахском языке встречается в 4 случаях. Если узнать все эти моменты, то можно убедиться, что не такая уж и сложная эта буковка «н». Как же все-таки правильно она произносится? Эта буква встречается в английском языке, а точнее в суффиксах глаголов в настоящем продолженном времени. Например, coming, giving, speaking и так далее. То есть в суффиксах ing можно услышать и уловить звук, очень напоминающий казахский «н». А если говорить без английской буквы I, то выходит один в один ng, «н». Если вы поняли, как правильно произносить букву «н», то разберем, в каких случаях она встречается. Первое. В окончаниях местоимения сен и сендер. Сен жассың, сен ақылдысың, сен қазақсың, оқушысың. Или сендер жассыңдар, сендер ақылдысыңдар, қазақсыңдар, оқушысыңдар. Многие знают, что где-то этот «н» должен употребляться и могут писать вот так. Мен оқушымын. Пожалуйста, не делайте подобную ошибку. Или еще один пример. Мен. Всю жизнь произносят мен, а вот в этом случае могут написать мен или мен оқушымын. Не повторяйте этих ошибок. Запомните, если сен и сендер, то в окончаниях применяем букву «н». Буква «н» второй случай, где встречается в окончании тогда, когда говорим сенің, сендердің, сіздің, сіздердің, твой, ваш. К примеру, сенің балаң, сендердің балаларың, сіздің балаңыз, сіздердің балаларыңыз. Удалось ли мне внести ясность в данную тему? Стало ли вам более понятно, где употребляется эта проблемная буква? Третий случай, где можно встретить «н», это тогда, когда отвечаем на вопрос «кімнің ненің», «кімдердің нелердің», «кого чего». Эти вопросы являются вопросами родительного падежа. Тему падежей я детально разобрала для вас в базовом курсе. Кімнің, мараттың, досымның, оқушының и так далее. Ненің, үстелдің, орындықтың, мектептің и так далее. Обратите внимание на окончание родительного падежа. Все они оканчиваются на букву «н». Ның, ның, дың, дың, тың, тың. Следовательно, те слова, которые отвечают на вопрос родительного падежа, и будут заканчиваться «н». Четвертый случай употребления – это непосредственно в самих словах. Эти слова должны зрительно запомниться при чтении. И когда вы в дальнейшем будете выполнять письменные работы, необходимо четко понимать и слышать разницу между буквами «н» и «н». А еще по письменным работам можно в общем судить, насколько хорошо вы знакомы с казахскими словами и насколько много читаете литературы на этом языке. Если вы часто допускаете ошибки, значит вы мало читаете и визуально в вашей памяти не отложилось правильное написание слов. При эффективном изучении языка просто необходимо много читать и выполнять письменные работы, диктант, изложение, сочинение, эссе и так далее. Итак, вот несколько примеров слов, в которых встречается буква «н». Ан, оң, ең, әңгіме, өңкей, кілең, өлең, өңшең, шың, қоңыр, қыңыр, жаңғақ. Таң, ертең, таңертең, таңырқау, таңдау, мың, тың, менің, сенің, сіздің, оның, біздің, сендердің, сіздердің, олардың. Настоятельно рекомендую обзавестись общей тетрадью для перечисления тех слов, в которых встречается буква «н». Когда будете читать произведения на казахском языке, выписанные слова желательно дополнить переводом. Таким образом, вы не только будете знать правильное правописание, но и значительно обогатите свой словарный запас. Достар, тіл үйрену ол оңай шаруа емес, дегенмен ол мүмкін нәрсе. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.